Салам алейкум, дорогие подписчики. Насчет еще Африки хочу вам рассказать. Однако мы это... однако это студенты, которые до нас там ну, приехали учиться, один из них говорит, если вы хотите, что у вас это стал это иман крепкий, и как поедете на дополнительную учебу, ходите, где там это есть, которые они это инвалиды там сидят, ну, их помогает это. Ну, они не то, что попрошайничают, они сидят в одном месте, люди, которые добрые, они приходят, им как это деньги дают. Помогает. Потом, ну, он прав был, потому что когда человек видит такие-то инвалиды или как это голодный, как это бедный, да, иман, это как и вера, это укрепляется. Потому что мы как это видим их, это так это думаем, что о Аллах, дай нам это сила, как это возможности, что помогли их. И это такие люди, правильно? И одной. А второе, что мы будем благодарить Аллаха, что мы это не как это, мы не инвалиды, мы как это должны, ну, то есть это имею в виду, что мы становимся, что больше это как и благодарить Аллаха за то, что он нас не сделал инвалидом, нас не сделал бедными. Да, мы должны благодарить Аллаха. Это благодарит Аллаха тот, который, у кого есть связь с Аллахом. Не каждый человек это благодарит Аллаха. Люди есть, которые они это говорят, что зачем мне это. Есть такие люди, они говорят, что это? Я сам работал, сам это все сделал. Зачем мне это благодарить? Аузубилля Аллаха. Есть такие люди. Поэтому Аллах благодарит тех, которые есть связь с Аллахом, как верой с Аллахом. Да. Вот. Еще, да, в библиотеке, да, мы когда ходили в библиотеке, когда нам дали дополнительно, ну, как это, семинарные всякие, это дает это преподаватель. Потом я с девчонкой ходила, как в библиотеку, они как это еще ждали меня. Я им сказала, выезжайте, я знаю дорогу, приезжаю, нет, мы тебя одного не оставляем. Они насчет иностранки, да, очень как это внимательно, очень тщательно они как внимание обращают, бережут они это иностранки. Они сказали всегда нам, что вы это аманат, мы аманата не должны сделать хиянат. Перед Аллахом потом будем отвечать, потому что вы далеко находитесь от своей это родни, от своей это родины. Мы не хотим, что что-то с вами случилось, кто-то вас обидел. Я еще говорю, никто и нас не обижает. Ну, мало что это говорят на дороге. Это что, да, это за общежитие, что целый сохранится, что это доехало. Мне они сказали. Вот так. Вот такие у меня, как это воспоминания. Это маленькая страна же поет. Это Наталья Королова, маленькая страна. Где она, где она? Где, кто скажет, кто подскажет, где она? Вот маленькая страна Африки. Я это вот одно и хорошее воспоминание. Я была в хадж, но в хадж это воспоминание мне это только, ну, поклонение, там это таваф я сделала в хадж, да. Вот Мадина Мунаввара более-менее народ добрый. Одни добрые люди в Медине. А Макка Мукаррама 50 на 50 Мекки Мукаррама. А вот это Судан, отличие от это Саудовской Аравии, отличие от других от всех стран мира, отличается Судан. Как говорят, между небом и землей. Там мошенничества нет в Судане. Обмана не обманывает. Лицемерия нету. Девочку как девочку они уважают. Женщину как женщину они оценивают. У них эта женщина, как это мусульманская страна, да? У них женщина, это как это парламент, у них женщина есть, как говорят, это депутат у них это есть. Женщина активно у них как это участвует, это общество это. Женщине запрещено у них, как это учиться, как и получать знания. За рулем женщина многое это, там, это видела. Это женщина у них это учится, получая знания, а потом выходит замуж. До того, что не получает это высшее образование, не выходит замуж. У них девочка рано не выходит. Вот исламская страна, вот некоторые люди говорят, что в исламе очень рано дает замуж. Нет, дорогие мои подписчики, в исламе рано замуж никто не дает. Вот это Судан, исламская страна,
У них девочка получает образование, либо колледж получает 3 года учится, либо университет, потом замуж выходит. 17-18. Я не видела там кто-то, что вышла замуж. Редко, которые далеко от города, которые не хотят учиться после средней школы. Вот они выходят 17-18 замуж, да. И то я не слышала, я с толком и были, это на практику нас отправили, вот это сельский, как это школа, да, на практику мы это были там. Я интересовала, у них девочка, как это мусульманки, они не входят в ранний возраст замуж. Старше, после 17 лет они входят замуж. Большинство после получения образования, высшее образование или как среднее, неполное высшее образование выходит замуж. Редко кто выходит замуж после средней школы 17 и 18. До 17 никто не входит замуж у них. Нет, в Судане я не видела. И не слышала. 5 лет я жила там. Да. Благодарю за внимание.